близко, да. Живет в воде, чем дальше от него что не видно? Что дело покрыто чешуей? Пока здесь много, то что они знали с первого класса. Дышит. Да. Дышит. А если он дышит в воде, значит, хотя он уже набирает, он же как-то набирает. Зазолотный тоже на суше. Ну, это сильно. Не то, что это как это? Нет, нет, наоборот, пришла чешуя. Быстрее, шерсть, чешуя. Вызови уже Москву. На свинью руку. Мы готовы. Мы готовы. Хорошо. Вторую руку. Так, что еще? Что еще напишем? Но давайте с вами вспомним, что мы проводим культурную дискуссию, и для этого можно использовать такие слова-помощники. Уважаемый коллега, или уважаемая группа, или уважаемый собеседник, оппонент, если у вас уже ребенок знает, да, если уже это 3 класс. Дальше можно задавать также наводящие вопросы. А можете ли вы доказать, известно ли вам что, считаете ли вы что, или признаете ли вы что? Итак, я вам сейчас предлагаю выбрать одного человечка, кто у вас будет защищать позицию. Мы будем читать по одному аргументу. Когда одна группа читает, вторая группа в этот момент записывает во второй столбик аргумент против. Да. Определите, пожалуйста, кто у вас будет защищать вашу точку зрения, а кто будет записывать. Определите. Вторая группа выбрали? Да. Итак, давайте с вами будем зачитывать. Мы, смотрите, каким образом поступаем. Первый аргумент зачитываем, вторая группа в этот момент ищет контраргумент, именно на заслушанный аргумент. Уважаемые коллеги, мы считаем, что дельфин это рыба, потому что она живет в воде. Наш контраргумент, что дельфины могут какое-то время находиться вне воды. Спасибо. Теперь ваша точка зрения. Пожалуйста, еще раз защитите. Вы записываете, прошу прощения. Да, а вы записываете, что рыбы некоторое время могут находиться вне воды. Наш аргумент. У дельфина нет жабр. А чего не дышит? А мы должны контраргумент? Да, вы ищете себе контраргумент. Они же дышат. Уважаемые коллеги, но они же дышат в воде. Понятно. А записывайте. А здесь еще можно ставить. Тогда скажите мне, пожалуйста, чем же они тогда дышат? Они ведь тоже могут задать такой вопрос, да, проблемный? Это тоже будет контраргумент. Спасибо. Пожалуйста, ваш аргумент. Уважаемые собеседники, дельфин это рыба, да, потому что она плавает. У него есть плавники. Плавники с помощью, да, на воду есть, на воду плавать.
она находится на дне большую часть своего времени, но тем не менее она все равно какой-то период времени передвигается тем же плавниками, при помощи тех же плавников. У нас закончились. У нас нет, у нас есть. Имеется в виду, что такого аргумента у нас нет. Да, а аргумент у нас еще такой есть, что, в общем-то, это не рыба, потому что это живородящее. Да? Живородящее, то есть детеныши у них появляются не из мальков. И питаются молоком. Смотрите, мы с вами третий А класс. откуда вы это Мы знаете? третий класс. Мы еще это не Может быть, конечно, будет такой Они же энциклопедии читают, уважаемые. Мы пока на это говорить не можем, мы не знаем, как размножается дельфин. Видимо, уважаемые коллеги прочитали это в энциклопедии. Да. Спасибо. Мы пока сейчас на этом этапе остановимся. Мы говорили, что у нас есть аргументы слабые, то есть основанные на нашей жизненной позиции. То, что мы знаем, то, что мы слышим. Также есть аргументы сильные. То есть это научные факты, которые мы можем почитать. Где мы можем сейчас проверить наши... учебники. Да, Интернет у нас с вами изучить. окружающий мир. Да. Третий класс. Я вам сейчас раздам. Вы